Selam aleykum, mübarek cuma kuni hepiniz için hayırlı olsun. Kiyev'te saat 7.30, Kırmışgal'ın ise 723. kunu ketmekte. Efirde zaman studiyada sizlerine men Şevket Amatulayev selamlayım. Gayip olgan Kırım Tatarlarının sayısı diğer millet vekillerine bakanda çok değildir. Bunda yarmadada insan haklarını korçalagan vekil Ludmila Lubina emin. O geçken sene boyunca öz hesabatını berdi. Onun fikrine göre yarmadada insan hakları sert bozulmay. Lubina joyulgan Kırım Tatarlarını hem ИГИЛ, hem de АТО iştirakçıları gibi görüyor. Масса из них участвовала в военных действиях на Украине, АТО. И 78 представителей, это соответствующие службы определили, поехали воевать в Сирию на стороне ИГИЛ. И когда я попросила данные, если у вас есть данные, кто это оказалось именно то мусульманское население Крыма. Поэтому вот те данные и те крики международных правозащитных организаций, что в отношении исключительно крымских татар и преимущественно крымских татар совершаются неблаговидные действия, именно они пропадают, этот факт не подтвержден. Kırım'ın işgalci hakimiyeti için Müslümanlar evlerinde tintuvlar geçirip hapsga ala. Kırım Reali muhbirleri bu mevzuda Ahmedjet sakinlerinin fikirlerini öğrendiler. Вернувшись из ссылки, татарское население мечтает об автономии, может быть о самостоятельном государстве. Вот. Поэтому здесь, знаете, одни могут наклонить голову, другие ходят с высоко поднятой головой. Здесь все по-разному, все сложно. Мне претензий к ним нет. Ну, есть, наверное, все-таки какое-то отклонение у них. Большинство ж татар все-таки живут, как мы. Ну, есть единицы, по-моему, и с нашей стороны тоже есть единицы, которые чем-то недовольны. Я знаю даже, честно сказать. У нас и татары, все дружны, все нормально, никакой угрозы лично у нас нету, не чувствуем. Ну, потому что какая-то часть татар теперь не с нами, теперь как бы против нас. Поэтому нам надо быть начеку. Имеется в виду это, что татары могут задумать что-то серьезное. Так что поэтому и обыски правильно делают. Дело в том, что бдительность нужна, потому что все может быть. Вот и теракты могут быть и среди крымских татар, и среди русских, и среди украинцев. Мы же знаем, что и русские там из России в это исламское государство там все вербуют. И среди татар такое может быть. Конечно, все может быть. Украина Баш прокуратурасы янында тешкил етілген Қырым прокуратурасы февраль 11-12 күнлері Қырым сакинлерінің евлерінде өткерілген тінтеулер бойынша жинай ішлер açtı. Прокуратурада қайдеткенлеріне көре, тінтеулер девамында Украина ватандашларының бір сыры ақлары бозылды. Мескур ішлер бойынша малюматлар Украина Баш прокуратурасына йолланған. Зареєстровано кримінальне провадження щодо незаконного проведення обшуку в будинку Акима Бекірова. Це в селі Курці Сімферопольського району. Розпочато досудове розслідування. Генеральною прокуратурою буде визначена підслідність цьому кримінальному провадженню. На сьогоднішній момент органами прокуратури Криму порушено 28 кримінальних проваджень за результатами обшуків, які проведені так званими правоохоронцями Російської Федерації на півострові Крим, які мали місце 11-12 числа. За кожним фактом порушено кримінальне провадження. Це що стосується незаконного проведення обшуку, проникнення в житло, а також незаконно позбавлення і обмеження волі громадян України. Безпосередньо, якщо буде територія вже звільнена від анексії, люди обов'язково понесуть кримінальну відповідальність. Украина Юқары Шурасы президент Петр Порошенконың Қырымны işgalден құртарывы бойынша планını дестекледі. Халық депутатлары, дүния парламентарийлері, парламент ассамблеялары, халқара тешкілатларына мұражатында бұлынып, Русияның Украинаға қаршы өткерілген басқысыны тенқит етмеге чағырдылар. Парламент işgal етілген ярмада ве запт етілген Донбассны азат etmege талап етті. Бұне бәрібер президент теклиф еткен Женева плюс музакире форматына қол тұттылар. 4071. Ще одна постанова, колеги, про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав щодо заручників. Колеги, ми вчора все обговорювали, я ще раз нагадую, прошу підтримати.
цілому. 4071 в цілому. Голосуємо. Голосуємо, підтримуємо. В цілому. Прошу голосувати, колеги. Прошу голосувати. В цілому. «239». Рішення ухвалено, шановні колеги. Ишгал етілген Донбасс ве Қырымдан вақтынча көчмеге мешбур олған инсанларының меселелері бойынша парламент топлашуына бір назир біле келмеді. Сессия салоны рық-марық инсанлар еле толды. Жематчылық ве депутатлар мескен еле темин етілігі ве вақтынча көчкенлерінің иштимai қорывыны музакире еттілер. Айры диққат ишгал етілген территорияларда яшаған инсанлар қорывы үшін айрылды. Діючий закон про переселенців не виконується у пунктах забезпеченням тимчасовим житлом для внутрішньо переміщених осіб. Не реалізовується закон щодо надання пільг, освітніх пільг для оплати проживання в гуртожитках, для оплати житла студентами. Не було б великої кількості проблем, якби держава сформувала стратегію по відношенню до переселенців. Давайте говорити відверто. На окупованій території коли-небудь люди повернуться. Але давайте говорити відверто. Це справа не одного року, і не двох, і не 5. Тому що на сьогоднішній день не тільки зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура. Як тільки був звільнений Слов'янськ, я була спочатку в Слов'янську, а потім говорила з переселенцями, які на той момент були в Харкові. І мені переселенці говорили, ми не готові повертатись до Слов'янську, хоча б тому, що немає лікарень, немає поліклінік, немає шкіл, немає дитячих садочків. Як туди повертатись? Рус жинкеверлері ато зонасында Украина аскерлері назаретінде олған Маринканы запт етмеге азырланалар. Бұл ақта ато штабы білдіре. Маринкада вазиет керген қалмақта, анда эркун ұжымларының сайысы артмақта. Шымды душманлар бұйық басқа кешірмек үшін азырлық көре екен. За оперативною інформацією, у Петровському районі Донецька бойовики накопичують сили та техніку для подальшого застосування у напрямку Мар'їнки. Зокрема, поміщено декілька реактивних систем залпового вогню «Град» та більше 10 танків. Кефеде коммуналь хожалық хадемлеріні екінші айлықларына бермейлер. Азбар қызметшілері өз наразылығына білдірмек үшін Кефе шер мемориеті оғынде топлаштылар. Хадемлер білдіргеніне көре оларға бұтын январь айына ве февраль үшін аванс параларына бермегенлер. Бөле вазиетте насыл олар өз хоранталарыны бақажақларыны білмейлер. Себе, значит, деньги начислить начислили, а другие пускай, значит, хлеб хавают. В данной ситуации сложилось, что у вас 2 миллиона 700 тысяч должны были заплатить в декабре месяце, в конце декабря. Должен был заплатить это Министерство транспорта. Октябрь, ноябрь мы работали, нам платили за объемы. Теперь нас посадили на оклад, а объемы те же самые. Людей осталось 35 человек. На весь город. И тех, наверное, уже нету. Смотрите, значит... Оплатим мы, а зарплата стала вот такая. За январь месяц у вас 8 тысяч. 8 тысяч, дали 3,5. За декабрь. 12 километров, 12 тысяч получить. Это же, вы считаете, много? За 12 километров получить 12 тысяч, это много. Когда вот норма 4200, значит 4200 это должно 9700 стоить. Мы метем по 10, по 9, по 8, кто по сколько? 9700, ну еще плюс какая-то премия. Сейчас создается бюджетная комиссия, которая рассматривает возможность компенсации КБ-2000 января и февраля месяца. Вот эти средства, которые в течение, я думаю, 2 недель, вот за январь и за февраль, будут вам выплачены. Усатқа сонке хаберіміз еді сілерге ей күнлер тілейміне беттеки 11.30-та чықажақ заманны қачырманы скорышкенже.